Так, сегодня быстренький ремонтик. Хозяин автомобиля говорит, ты полагаешь, что это девственно? Все тут девственно. Посмотрим. Так, ну чистенько. Потом наверх будем смотреть. Мне главное было чистоту посмотреть. Так, вентилятор. Вентилятор. Сейчас Аркадий Паровозов будет. Оба. Видите? Ну, поснимай. Сейчас буду продувать, когда будет. Видно? Видно. Более-менее чисто получилось. Так, теперь вот эту штуку. Вот это есть. Как бы не разложиться. Так. Минус 50 на улице. Ремонт быстрый, парень торопится. Итак, контакты у нас, видите, в каком состоянии, интересно. Ну тут комментарий, как говорится, излишний. Должен быть вот такой. Ну, это, конечно, после обслуживания вот такой вот. Вот. Просто химия вот поработала, и он такой вот становится. И гаечки вот эти все сейчас, болтики. Тут тоже такая же беда. Даже вот окислился. Где он, блин? Короче, вот окислился даже. В общем, сейчас щеточкой быстренько пройду. Если сможет мой прибор увидит. Главное мне плюсы очистить. Минусы в любом случае я буду. Главное мне плюсики. Так, ладно, с этой стороны. И с этой стороны тоже. Кариес. Чистим, зубы чистим. Ну, уже получше. Все, прибор подключаем. Хозяину все объясню, что кого. В общем, человеку все то же самое объясняю. Какое там первое место, какое второе. Короче, 7 этапов, первое место. Вот. Должно быть. Ну вот, допустим, в Окси прошел. Вот видите, первое место. 8 этапов. До 14 вольт. Он был разряжен с 15 вольт. 15,78. Этот мы начали. Но это заранее уже знаем, что слабая батарея. Потому что, смотрите, уже разница 50. Как бы мы ничего не делаем, уже 60. И вот так смотрим, верхний самый 15,20, а внизу уже 14,80, 14,70 есть. Вот посередине прям. Короче, вот так вот будет просадка.
полностью. Но это характерно, когда просто батарея ездит и ездит и ездит. Это нормальный износ ее. Потому что посередине, бля, ничего нету, охлаждения посередине. Ну, как бы всегда объясняю. Охлаждения посередине нету. Тут есть на входе охлаждение. По низу идет по пяткам. Там возвращаются вон те самые дальние, самые сильные. Ну, короче, а вот здесь вот, блядь, вся температура. Ну, это нормальный износ. Сейчас мы посмотрим, сколько вылетит. Потом будем вычислять. Так, первый этап все проходят. 3 минуты тут примерно. Вот, 3 минуты 14 секунд. Так, и у нас, я всегда по верхнему смотрю, 15-10. 3 минуты 14 секунд. Разбег 70, 0,70. Ну, это уже ошибка. Это стоп. Ну, короче, ошибка возникает, когда 0,70. Нормально. Так, токарка заработала. Сейчас мы тут, блин. Ну, сейчас уже начнет падать, скорее всего. Вот середина начнет вся вылетать. И сколько там вылетит, я, короче, не знаю. Такие дела. Посмотрим. Вот буквально уже скоро начнет уже выпадать. Видите, 14.30, а верхняя 14.90. На полвольта почти. Ага. Сейчас посмотрим, родная ли батарейка, либо нет. 97, внизу должно быть 96. Да, 96. Тут 95 должно быть. Тут 94. Тут 93. Тут 92. Тут 91. 90. Все, 89. Там 88. Да, 88. 87. 86. Крест, на котором поставили 85. В общем, смотрите, ребята, посередине 3 штучки выпало. Блин. Ну, это стандартно, как бы, за батарейкой, когда просто тупо оставят и ездят до талого. Вообще ничего не обслуживают, нигде ничего не продувают, там не приезжают на профилактику. По идее, если бы вот это, ну, хотя бы, ну, там, когда ты купил, допустим, ты бы когда купил, ко мне приехал бы, я бы ее проверил бы и примерно бы сказал: давай, дружище, у тебя середина уже начинает просаживаться, давай ее, пока не поздно, раскидаем по бокам. Понимаешь? Вот в чем фишка. Вы должны, это тоже, ребята, вот ты вот смотришь, вот не подписанный, подпишись, пожалуйста. Короче, как только купили, приехали в гибрид, если есть такие у вас ребята толковые, как я, допустим, он покажет то, что у тебя середина просевшая. Все четко, все, базара нет. Это родная батарея, все четко. Ты год проездил, да, в наших условиях? В минус 50 в прошлом году катался? Каждый день катаешься. Каждый день, боже, катается парень. Вот. И вот посередине уже начала просаживаться. Вот даже на моем примере, на моего вот Esquire, тоже у меня серединка просела, и я перекинул. Сейчас я ее оттусовал так, что у меня с середины ушли по бокам слабые. Можно было бы эту перекидку сделать, и все. И она бы дальше вот так просаживалась. Ну, как стандартно, просто крыша просаживается ниже. Потом опять, допустим, чуть-чуть небольшую горочку здесь сделал, вот сейчас у себя. Хоба! Сейчас уже тут горки никаких не получится, потому что 3 уже зуба, грубо говоря, вылетает. Вот, их уже все. Они просто тут в них вот 6 штучек, 6 баночек, вот, смотрите, вот сразу, еще раз, всегда повторяю. 1, 2, 3, 4, 5, 6 баночек. И в какой-то баночке, короче, химия дошла до уровня, что, ну, тут сульфация или что там внутри. В общем, короткое замыкание. Он может все работать, но короткое замыкание не дает быстро зарядиться и не дает быстро, ну, вообще быстро разряжается, короче. А другие-то бодрячком, а этот разряжается, компьютер видит, ё-моё, блин, разрядка большая, разница большая между парами. А рядышком-то, вот видите, вот этот-то живенький. Но мы его сейчас проверим, поэтому сейчас 20 минут как раз на болтовню. Сейчас буду разбирать, вот эти 3 выкидываю. Точнее, их пока не выкидываю, просто сейчас у меня кое-какое мероприятие, потому что быстрый ремонт, в принципе. Ну, картина хорошая, мне нравится картина. Вот, 14.49 еще по бокам. Те уже улетели, 14.06, 49. Нормально, короче, нормально. Вот с середины вот 3 штучки выпало, как раз. Ровная середина, видите? Если вот, ну, в принципе, и тут то же самое. Ровно середины 3 пары, и в каждой паре по одной. Вот пара 6, пара 7 и пара 8 по одному. Но вот эти тоже, по идее, под вопросиком. Ну, сейчас они себя покажут при дальнейшей проверке. Ну все, зарядочка идет, разрядочка идет. Все ровненько садится. Батарейка еще будет бегать
Поставил 60% батареечки. 71, 66, 69, 66, 71. Шестьдесят один, 63. В общем, побегает еще, ребята. Нормально. Так, батареечка ровная. Разбег 0,14. Прям ровненько вся падает. Все, будет бегать и бегать. Заряжаю. И все, и можно вставить. Все, ошибки не горят, газ полаз. Все нормально. Все, глуши. Так, очередную тачку победили. Очередная тачка готова. Все четенько. Еще побегает. Хоба. Лос-Анджелес, 2029 год от Рождества Христова. И восстали машины из пепла ядерного огня. И начали они войну на уничтожение человечества, которая шла десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится сегодня, в наше время. Арнольд Шварценеггер, Майкл Бин, Линда Гамильтон, киборг-убийца.